ли разница между теми, кто в своей глубокой старости оглядывается на прошлое широкой счастливой усмешкой, и теми, кто смотрит назад с обидой и разочарованием, состоит в том, что первые много действовали. Они прекратили планировать на будущее и что-то предпринимали. Согласны? Мы слишком долго ждем, стремясь понять, как все сделать правильно, прежде чем действовать на основании На своей основе. идеи. Мгм. Не стоит выяснить, как все выполнить правильно или идеально. Привлеките людей, вовлеките их в разговор, получите совет, получите одобрение. Сейчас. Признайте. Так. Признайте, что нет идеального эталона. Сделайте что-то по-другому уже сегодня, чтобы испытать свою идею. Действуйте. Стоп. До этого момента давайте. Ничего не поняла, честно. В старости. Нет, ничего не поняла, потому что до этого я же страницы отправила, надо было самостоятельно чуть-чуть пройтись. Я читала, но когда у Так, тебя голова старость. болит, плохо чувствует, и ничего не соображает голова теперь. В старости, Я сейчас... оказывается, все люди делятся на два. Люди, которые вот с усмешкой, да, с улыбкой, широкой улыбкой смотрят назад, говорят, да. А те, которые с разочарованием, обидой смотрят назад. Почему? А как это? Привлеките других людей, вовлеките в разговор, получите совет, получите одобрение. Ну, то есть советы, да, спрашивают, и не бойтесь, то есть говорит, да? Да. Спросите Мгм. одобрение и советы. Знаете, что нет идеального эталона. Ну, эталон это, знаете, что нет идеального, ничего нету, да? То есть это Да, идеального ничего нету. да. Даже у планов Как бы, бывают недостатки, да? да. И Сделать этого не что-то надо по-другому уже бояться. сегодня. Да, Мгм. ну не как раньше, чуть по-другому уже сделать сегодня, вот, и чтобы испытывать свою идею. Я поняла это, свою идею. Мгм. Действуй, Мгм. То есть сделай. Да, не старайся делать идеально, а просто действуй, да? Мгм. да, Хорошо. да. Да, так и есть. Дальше идем. Ильгиза. Разумеется, все это ясно как день. Итак, давайте разберемся. Почему мы так редко наблюдаем смелые действия? Кроме того, давайте объясним, собираетесь ли вы предпринять что-либо сегодня, чтобы приручить своего тигра, или же намерение глубокомысленно кивать на ясные как день советы, игнорировать их, а потом недоумевать, Недоумевать. почему вы не добылись никаких великих изменений в результате прочтения этой книги. Мгм. Подумайте о самой большой проблеме, которую вам надо решить на работе. Возможно, она находится вне рамок ваших служебных обязанностей, но вы хотите, чтобы она разрешилась. Быть может, она касается обращения с неэффективно работающими членами вашей команды или связана с сбоями в рабочем процессе. Возможно, речь идет об усовершенствовании способов взаимодействия с клиентами, или она касается использования ваших смелых новаторских идей, развития продукта и подготовки презентации перед советом директоров. Может, пора получить новую работу или более высокую заработную плату. Теперь подумайте, в какие разумные временные рамки вы смогли бы этого достичь. Стоп. На секунду отложите книгу и действительно подумайте об этом. Мгм. Так. Давайте разберемся, Здесь, почему мы так редко наблюдаем смелые действия. Смелость. О смелости здесь идет речь, да? да, потому что мы все время боимся. Вот. Что-то надо поменять, да, или свою жизнь, или свою работу, да. Мгм. Это
надо рисковать. Вот. Да? Мгм. Вот. От этого мы боимся просто, как получит или нет. Мгм. Короче, боимся, поэтому мы хотим лучше жить в тихой нашей жизни. Да. Вот. Ты меня не Сейчас как трогай, я идет, тебя не буду трогать, да? Так, да, вопрос, Ильгиза, а почему мы боимся? потому что мы уже привыкли жить вот, тихо, да? Мгм. Вот. И еще, может, если у нас не получится, да, может, кто-то будет смеяться, может, кто-то... Короче, если у нас не получится, это... Вот, Мы как боимся сказать? опозориться, мы боимся, Да. что не получится, да, и этот страх. Да. Поэтому мы боимся поменять. Мгм. Да, что-то менять или да. Это может быть и касаться и работы, и личной жизни, во всех сферах. Да. Мгм. Да. Но надо попробовать обязательно. Обязательно надо попробовать. Мгм. Да, я тоже Я так так думаю. думаю. Я тоже так Да. думаю. Мгм. Хорошо. Дальше идем. Амина, слушаем. Теперь, когда у вас есть цель, которой вы хотите добиться, и разумные временные рамки, когда это можно осуществить, я бы хотел сделать ситуацию более интересной. Что если я предложу вам 10 миллионов долларов, чтобы достичь того же результата за счет времени, которое вы задумали? Как это меняет для вас ситуацию? Какое смелое действие заставило бы вас отложить книгу и встать с кресла, чтобы выполнить это? Куда бы вы поехали? Кому бы позвонили? На какой аэроплан бы ездили? Чтобы сэкономить сумму, меняющую вашу жизнь. Прекратите читать и отложите книгу. Обдумайте это серьезно, что бы вы сделали. Продолжу, да? Так, это вот здесь отличная мысль. Давай, Амина, вот этот момент сначала. Если человек, но мы же все интересуемся за деньги, Мгм. вот здесь, если я предложу вам 10 миллионов долларов, да? Мы прям, как это сказать, мы все своими силами старались, чтобы достичь целью, да, мечтами, Мгм. я считаю. Нет, до То есть, этого да. была другая же мысль, Амина. Момент. Вы поставили цель, поставили рамки. Временные рамки, это значит, допустим, я достигну чего-то, мы ставим временные рамки. Допустим, я научусь говорить на русском за 3 месяца, да, вы поставили же себе. Это называется ограничение, временные рамки. И что потом? Мы должны изменить ситуацию более интересной, да? Да. Мы должны этот узлом, как это, большие цели мы должны поставить, да? Угу. Как это сказать, не останавливаться только внутри рамки, надо выходить из рамок, да? Угу. Я только это поняла. Да. Миллионов. Есть кому тоже. что добавить на этот счет? Тут кое-что Ну, есть. здесь спрашивает, если мы нуждаемся в эти деньги, а если нам дают 10 миллионов долларов, что вы делали, вот, с чего вы начали, с чего вы начать работу, куда вы поехали, кому вы позвонили бы. Ну, например, я себе представляю, мне кто-то 10 миллионов долларов дает, я растерялась бы. Угу. Нет, здесь Думала речь бы, идет за треть времени. Да, За треть времени. Время тоже. И что что вы там? говорите? Треть времени. Как Смотрите. не поняла. Действие это теряет, да, или что? Мгм. Например, Ильгиза. Мало времени, да? Да. Там еще ограничители. Так, Ильгиза, сколько времени ты даешь на разговорный клуб, чтобы научиться говорить? Сколько времени ты даешь себе? Давай примерно, давай. Вот на ее примере посмотрим. Я
если где-то час здесь посижу, да, еще час, может, я сама читаю, что-то Нет, пишу. нет, нет, Час. нет, нет. Вера, Вот, сколько времени типа ты- 2 месяца всего. Сколько 2 ты месяца. времени А, себе дала? полностью. Полностью. У меня было такое ощущение, да, и когда я думала только в месяц, да, сначала. Я думала только месяц, будет разговорный клуб. У меня потом начало такое ощущение, когда мы закончим урок, да, у меня в русском останавливается вот так. Дальше я не буду продолжать, что ли? У меня такая мысль была, у меня сама. Мне кажется, 2-3 месяца, 3, мне кажется. Так, хорошо. Так, ты дала себе 3 месяца на изучение языка. Да. А если я скажу тебе, если ты выучишь русский язык за 1,5 месяца, я тебе дам 10 миллионов долларов. Ты разве не согласишься? Соглашу, конечно. Вот. Здесь идет вот об этом речь. Никто тебе не даст деньги. Раз ты согласилась, что за 1,5 месяца, если, я говорю, выучи за 1,5 месяца, я тебе дам 10 миллионов. Ты сказала, да, значит, ты могла и за 1,5 месяца. Понимаешь? Да. Ты свою лень кормишь, говоришь, мне надо 3 месяца, да? А тебе предложили деньги, ты сразу, да, типа ты сразу, вера появилась, значит, ты можешь и за это время, да, допустим, за 1,5 месяца достичь того результата, который ты достигнешь за 3 месяца, да, допустим. Как это можно? За 3 месяца ты поставила себе план, например, каждый день по 15 слов изучать или там 5 страниц книг прочитать, а ты начни 30 слов повторять, не 5 страниц, а 10 страниц читать, ты достигнешь того же результата за 1,5 месяца. Не прям итог, а результат тот же будет. Здесь речь идет об этом. Если тебе предложили, ты говоришь, да, я смогу, значит, ты обманываешься, говорят, мне надо 3 месяца, чтобы у меня был вот такой результат, да? Интересный момент, между прочим, Амина прочитала. Очень такой ключевой, я бы сказала, момент. Треть времени. Если, да, это не только изучение языка. Например, я даю себе, допустим, время для вот этого, да, для чтобы вот что-то сделать, открыть что-то, достигнуть каких-то целей в процессе здоровья, в процессе бизнеса и что-то. Если сразу задать вопрос, а если мне дадут 10 миллионов долларов, я смогу управиться за месяц, да? Да, в принципе, постараться можно. Значит, надо так. Надо. Об этом речь. Дальше идем. Обдумайте это серьезно, что бы вы сделали. Да, мы уже поняли, да, что, оказывается, мы иногда сами себя обманываем, да, ставим такие большие сроки. Гульзар, продолжаем. Сейчас я тоже только не понимала, что чем состязать в конце пустым, тем лучше призовым полезным будет, да, тогда? Еще раз. Вот чем состязать с пустым, да, чем состязать с пустым, вот полезно будет состязать с призовом, да, если Да. пустой эле мындай жарыша бергенди көрчү приз менен жарышкан кызыктуу болот деп айтып атасыңарбы? Да. Это так. Да, это так. Это, но имейте в виду, мы взрослые люди, и никто нам приз не даст. Вот это надо учесть. Но вы сами можете себе приз дать, понимаете? И это есть такое, да, когда мотивируешься морковкой, да, допустим, если я сделаю за 1,5 месяца такой результат, я куплю себе что-то, что вы мечтали, но почему-то там дорого, да, типа такого, да. Или если я достигну такого-то результата за 2 месяца, я устрою себе спа-день, да, типа такого, да. Какой-нибудь, как говорит Гульзар, какой-то приз надо поставить, такой приз хороший. Или куплю себе вот это платье, или строю себе спа-день, или что-то. Такой приз должен быть. Раз мы смогли, надо получить приз. Но в данном случае мы сами себе даем приз, да, потому что никто нам не даст приз. Окей, Гульзар, читаем.
Да, у меня есть для вас хорошая и плохая новость. Сначала плохая новость. Я не собираюсь делиться с вами своими с трудом заработные наличные средствами. Средствами теперь хорошая новость. Вам не нужно мои деньги, чтобы совершить смелый поступок, который вы только что задумали. За пределами семьи работа является нашим самим волнующим приключением в жизни. Это сфера, где проверяем себя, остальные свой след в истории, связываем огромное положение на других людей. Вам не нужна моя взятка, чтобы сделать свой следующий рабочий день, соответствующий обещаниям. Теперь действуйте. Теперь правило первое. Велит вам смело действовать уже сегодня. Вы знаете, какой смелый поступок вы должны совершить, чтобы немедленно изменить то, что требует увлажнения на работе. Временные рамки правила сегодня. Вначале мы договорились, что это ясно, как день. На этом этапе мы даже, возможно, решили попросить вернуть вам деньги за стол. Банальный совет. Итак, снова отложите книгу, идите и сделайте это. Стоп. Стоп, да. Все, да? Мгм. Вот автор рассказывает, я делюсь с вами хорошая и плохая новость. Плохая новость, у меня ничего нет, и вам Плохая новость в том, что он не даст нам деньги, оказывается. Он нас обманул, да? вот мой приз вам не интересуется, да? Хорошая новость, вот сделайте, поступайте сегодня и сейчас. Так? Мгм. М, Один момент Гульзарка жизнь не уловила. Тут много таких, честно говоря, здесь очень много пустых слов. Я не дам вам деньги, но мои деньги вам не нужны. Да-да-да, я даю только вам совет, да, пустые слова. Но там была такая крупинка такой истины, такой мудрости. Кто уловил этот момент? Но это, конечно, тема связана с предыдущей темой, где прочитала Амина. Я просто могу вам давать совет. Да. А какой он совет там дал? Сейчас отложите книгу, идите, думайте. Что? Идите спать, да? Отложите книгу и идите спать. Мы только что говорили про ограничение времени. За вот тот же результат можно, оказывается, получить за треть времени, да? И тут Гульзар читает. Я уже почти, оказывается, даже сказала. Решили попросить вернуть вам деньги. Банальный совет. Да. У него совет реально банальный. Реально банальный. Банальный значит, типа, обычный, да? Обычный такой, типичный. Снова отложите книги Это и сфера, идите. где мы проверяем себя, оставляем свои след Да. в истории и оказываем огромное положительное воздействие на других людей, да? Мгм. Так, смотрите. Мы сказали, что достигнем чего-то за 3 месяца, да? И нам тут предложили деньги 10 миллионов, сказали, а я могу за 1 месяц. Правильно? Теперь он говорит, напиши план действий. Как ты достигнешь вот этого в течение месяца? Распиши свой день. День, говорит, распиши. Что нужно делать за 1 день, то есть сейчас, да, чтобы через месяц получить вот этот результат? Допустим, посидеть в ТикТоке, в Инстаграме уже не получится, потому что тебе нужен вот этот результат. Ты сам бы шел бы туда вот за 3 месяца, но ты обещал, что за месяц тоже, в принципе, можно, оказывается. И теперь распиши свой день, здесь говорит.
Что нужно делать за день? То есть ты отвечаешь только за сейчас, за сегодня. Что нужно тебе сделать сегодня, чтобы через месяц получить тот самый результат и 10 миллионов, которые нас обманули, конечно, они не дадут, но результат-то все равно мы получим. День, про день здесь говорится. Когда имеет в виду сейчас, не надо говорить, вот, если я сделаю вот это, через месяц вот так будет, вот так. Нет, отвечай за день. Вот сегодня я сделаю вот это, придет завтра, а сегодня я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Распиши свой день. Без плана не будет результата. Об этом речь. Об этом речь. Распиши стен, вот. Продолжим? Да. Да. Дальше. Сейчас. Сейчас. Как все прошло? Если вы это сделали, поздравляю, вы стартовали. Вы не сделали этого. Почему? Понятно. Да, я понимаю. Да, я понимаю. Мы все понимаем. Каждый чувствует в подобном случае то же самое. Однако некоторые проходят через это. Оправдания, которые вы находите, это просто тигр в действии. Нет, еще не слишком поздно. Да, вы смогли бы найти номер, если бы постарались. Да, это прекрасная книга, но она по-прежнему будет лежать здесь после завтра звонка, и на этапе будет значить для вас куда больше, поскольку мы с вами оба станем к этому времени борцами с тиграми. Поздравляю, вы встретились со своим тигром, теперь он вам знаком. Угу. Когда вы встречали своего тигра, проверьтесь сквозь страх и волнение, которые он вас провождает, и сделайте это. Стоп. Прекратите юлить. Здесь остановимся. Хватит заключать сделку с самим собой. Здесь остановимся, потому что ключевой момент. Кроме изучения языка, пусть каждый из вас, Айзада начнет, здесь именно об этом речь идет, пусть она поставит какую-то цель и временные рамки. Это не связанное с языком. Мы и так изучаем язык, понимаете? Здесь все нормально у нас, все идет хорошо. Какую-то цель, может быть, она масштабная, может, она маленькая цель. Пусть каждый придумывает цель. Слишком личное не надо говорить, просто какие-то обобщенные цели, которые вы постоянно, планируете, мечтаете что-то сделать, да, вот. Постоянно почему-то откладываете. Вот этот момент давайте. Сразу. Мы не будем пусто читать, а и сразу действовать будем. У кого готово? Кто готов начинать, пока я думаю? Говорите. Все задумались, потолок посмотрели. Гульзар? Да, подождите. Подожди. Амина? Сейчас думаю. Извините, я хорошо не поняла. У Да, кого что у есть меня был мечта, вот. Ну, Да, кроме да, русского мечта. языка. Да, мы же только что кроме говорили, языка. допустим, я хочу изучить язык за 3 месяца, и нам предложили деньги, мы скажем, за 1,5 тоже можно, в принципе, да, типа такая цель, но не связана с языком, потому что мы изучаем сейчас язык, и у нас дела идут, в принципе, нормально, да. Кроме этого, какая-то вот цель, может быть, она масштабная, может, она и маленькая такая цель. Угу. И временные рамки поставьте. Вот эта цель, моя цель, я на эту цель выделяю вот столько-то времени. Или это оставим домашним заданием, вы долго будете, кажется. Вот цель, например, у меня такая цель. Я раньше поздно легла спать, а вот мне здоровье не позволяет, поэтому у меня цель пораньше надо привыкать
пораньше надо лечь. Улучшить режим сна. Да, и правильно питаться, потому что у меня желудок чувствую, я все равно, когда вижу вкусняшки, я не могу держать себе. Ну вот. Да, это уже два цели. Это, смотрите, Это да. улучшить режим сна и отказ от сахара – это разные цели. Выберите одну из них. Режим сна. Режим сна. Какое ограничение времени? Уже до 10 часов мне надо уже Нет. спать. Сколько надо, чтобы вы чтобы вы привыкли и Да. привели в порядок режим сна? Да, 2 недели. 2 недели, 14 дней. Да. Хорошо, Да. 14 дней. У Отлично. меня, Эльгиза? Я хочу похудеть за еще 5 килограмм. Сбросить 5 кг. Окей, сбросить 5 Да, кг бросить. Да. за какое время? 2 месяца, наверное. 2 Если месяца. могу. 2 месяца, 2 60 дней. Так, тоже запишите где-нибудь. Так, Амина, Уход за собой. что? Уход за собой. Уход Утром, за вечером. собой. Нет, день, да, большой лень. Да, чтобы это вошло в привычку, да? Так, Да. чтобы что-то вошло в привычку, надо 21 дней. Тебе дается 21 дней тогда. Хорошо? Это чисто привычка, 21 дней. Так, хорошо, уход за собой, утром, вечером обязательно. Обязательный уход. Гульзар, что у вас? Вот мои дети учатся не очень, да. Мне надо им тоже делить время. Ой, себе Помогать удели им. время, Гульзар, дети твои обойдутся. Себе удели время. Думайте сначала о себе, боже мой. Что-нибудь для себя сделай. А детей говорит, о себе говорит, мне кажется. Мать героина наша, сначала о себе подумай, дети твои, да, они продленку дай, на продленку, что ли, чтобы... Гульзар, вот планирую сейчас о детях скажу, они мои, да, классно, все. А о себе не подумала, видите? А тебе, значит, она забыла. Да, она о себе забыла. Она о себе забыла. Это моя проблема. Да, когда дети маленькие, забываешь о себе. Да у Нет, нее я уже не большие забыла. дети, не Нет, такие я же и все маленькие, время да, вроде. спрашивала. Так, Гульзар, тебе развитие, саморазвитие у тебя, Гульзар, саморазвитие, узнавай что-то, либо о женской психологии, либо еще что-то. То есть саморазвитие, то есть тоже 21 дней. Хорошо? Саморазвитие у нее будет. Так, смотрите, 14 дней, 2 месяца, 21, да? Вот это, наша книга, допустим, да, мы читаем эту книгу, мы стараемся говорить, но давайте еще получим и другую пользу, и подействуем, что-нибудь предпримем и улучшим нашу жизнь. Хорошо? Вот эту вашу цель запишите на бумаге, это имеется в виду после уроков, да? Это самостоятельно. Запишите, пожалуйста, на бумаге обязательно. И у нас, оказывается, не достигаем цели, потому что мы думаем о конечном результате. Например, Ильгиза будет думать, как она будет весить 45 кг, да? Например, я пример привожу, да? Или Гульзар, как она станет супер умной, или, да? А надо, оказывается, думать сейчас, что я сегодня мне нужно сделать, чтобы у меня был там результат. А что мне сегодня сделать? И напишите цель, ограничение времени. Вот, допустим, если Амина 21 дней, вот так она распишет, и на каждый день она будет планировать. Или птички ставить. Она ухаживала за собой, так? Птичка, 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 птичка. Типа такого, хорошо? Делать, что нужно сделать сегодня, чтобы потом у нас был какой-то результат. Вон там. А нужно сегодня что-то делать. Сегодня. Начинайте прямо с сегодняшнего дня. Завтра не надо говорить, нельзя говорить слово завтра, нельзя. Завтра никогда не наступает.
наступит, опять будет сегодня. Хорошо? Примерно понятно? Да. Дальше идем. Так, сколько у нас? Который час тут? Бля. Группа раньше.